2019 год Генеральная ассамблея ООН объявила Международным годом языков коренных народов. В связи с этим компания «Алроса» под эгидой экологического центра объявила республиканский конкурс «Язык предков». Чтобы дать возможность детям еще раз вспомнить, а главное продемонстрировать этническую культуру разных народностей. Причем сделать это на большой сцене. И такой конкурс вызвал большой интерес у жителей со всей республики. Подробности смотрите в следующем сюжете. Смотр-конкурс «Язык предков» был объявлен в 2019 году экологическим центром «Алроса». В него включились дети со всей республики от 7 до 18 лет. Для участия в конкурсе в комиссию поступило 250 заявок, как от сольных исполнителей, так и коллективов. Отбор проходил в несколько этапов. То есть первый этап – это был непосредственно прием самостоятельных заявок. После того, как они были все приняты, оцифрованы, составлен то есть, реестр, мы определили, куда мы поедем и будем смотреть коллектив. Это был уже второй этап. Танцы, песни, музицирование, декламирование стихов и баллад. Рассказать о культуре, быте и истории коренных народов Севера можно не только словами. Главное условие – в номере должна быть этническая составляющая. Как же красиво родной язык слушать, какие красивые краски в костюмах, какие же красивые движения, завораживающие. Вот мне было очень-очень приятно, и я даже как-то горда, что я как-то немножко поучаствовала в этом конкурсе, посмотрела. Из 800 участников в финал прошли всего 6 коллективов. На сцене зрители увидели танец маленьких оленей, эвенкийский хоровод. Немалый интерес вызвал дуэт из Мирного со сценической композицией сразу на 5 языках. Под названием «Он пел по-эвенски». На фоне остальных участников ярким сценическим образом выделился Эрхан Сафронов из Сунтарского района. Мальчик сделал упор не на этнос, а на современность. Коллектив «Джулус Хан» продекламировал отрывок под названием «Родной язык. Прошлое, настоящее, будущее народа». Они и стали победителями. Наше выступление было о собрании великих людей для Якутии, которые создали именно автономную республику Саха-Якутия в 20 веке. Это как Максим Кирович Амосов, Платон Аюнский и остальные тоже. Именно про их собрание, именно сохранить Якутию такой, какая она есть. За первое место ребята получили в подарок музыкальную аудиосистему. Лауреатами второй степени стали чтецы из Мирного – Кервин Надык и Саша Архиповский. Им достался ноутбук. И третье место увез в удачный хореографический коллектив «Талантия». Их наградой стала видеокамера. Анна Брянская, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».